Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Вот такой бардак я сегодня сделала, посмотрите. Мне повторно проводят воду. У меня 2 года тому назад получилось все неудачно. Мне попалась труба некондиционная. У меня зимой замерзала вода. И вот эту трубу, вот железную, мой муж Виктор забил, и когда проводили воду, не смогли вытаскивать. Поэтому через трубу все сделали. А можно было бы, оказывается, вот отсюда заново просверлить и сделать по-другому. Приехала другая бригада, мне вот здесь все выкопали. Здесь будет мне очень даже удобно, где-то вот отсюда будут проводить. И труба вот такая останется в рубашке. Если что-то с трубой, это значит отрезают, вытаскивают обратно в эту же трубу, в рубашку засунут трубу новую. Вообще ничего страшного будет, Аллах верса. Здесь монтаж уже есть. Уже 2 года, как мне сделали. И счетчик есть. И вот регулятор есть. Это регулирует, когда напор сильный, чтобы краны не выбили. Ну вот, мои хорошие, здесь просверлили. Я надеюсь, в этом году я буду зимовать спокойно. Труба получилась так. С той стороны 25 диаметром, а с этой стороны 24,5 или 24, что ли. Я уже забыла. Ничего не подходило. Все время капало. Если до конца докручивать, то труба трескалась. А если не до конца, не плотно затягивать гайку или что-то там, не понимаю я, как говорил мастер, я только говорю, то свободно все капало. Вот они все отсюда, сколько грязи вытащили, все, они это все на улицу вынесли. Вот так копают у меня. Я покажу вам отсюда. Вот такая работа у нас идет. Вот какой маленький трактор. Все копает сам. А вон там соседи уже пашут землю. Но мне тоже в деревне должны пахать. Когда спашут, я не знаю, но я там предупредила знакомых. Они спашут и без меня. Я думала, может, вот отсюда проводить. Вот так. И здесь же у меня кухня. Предложила я им такой вариант. Потому что зимой замерзала. Они мне говорят: давай не будем мучить тебя. Тебе все придется здесь ломать. Вот эти плитки убрать. Потом придется все заново делать. И дорога здесь пару лет будет плохая. Ездить тебе невозможно будет. Ну, я и так хотела следующий год сюда еще 1 КАМАЗ гравий привезти. Здесь все разровнять. В этом году не получилось. Поэтому все остается до следующего года. Вот так копают. Работают рабочие.
такой яркий маленький трактор, посмотрите. И так работает. Классно. Вот посмотрите. Вот здесь вот заново все выкопали. Вот рубашку оставляют. Это называется рубашка. Через эту трубу проведут трубу на 25. А там у меня канализация идет в ту сторону. Вот у нас осень. И посмотрите, никто в деревне просто так дома не сидит. Кто с чем-то занимается, кто-то что-то делает. Уже пашут вон землю. Это Мухин. Пашет на мини-тракторе. Помните, он мне тоже один раз пахал. Эта бригада сделает мне все под ключ. Вот сняли заборы. Обратно все сделают. Сегодня у нас очень холодно. -1 час днем. Было видно даже, что снег идет. Маленькие снежинки немножко посыпались. Вот, мои хорошие. Мне понравился вот такой трактор. Самый хочется работать. Я, наверное, смогла бы, потому что я крановщица мостового крана. Работала я когда-то крановщицей в Астрахани. Вот работа кипит. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Вот так все думала, переживала. Я еще с весны хотела все делать, но не получилось. Но слава Всевышнему, теперь у меня все хорошо будет, не будет замерзать вода. Ой, на улице все дела, можно сказать, сделали, больше делать нечего. Надо будет, конечно, смородину привязывать. Хотелось бы, конечно, потравить немножко от всяких букашек. Ну ладно. С ядохимикатами, удобрениями не будем пользоваться, наверное, весной. А сюда посадили мы на днях чеснок. Вот и все. Вот такой чеснок, вон, видите, стебли торчат. Расстояние у них по 10 сантиметров, 10 на 20. Немножко. В прошлом году Зякьявый мне давал 10 штук. У меня много выходило. Крупные были. А я уже раздала многим. Посадила себе немножко, поделилась с близкими людьми, подружками, родственниками, можно сказать. Вот замерзают ягоды, а здесь не работали. Ничего абсолютно не делали. Тут и трава растет. Ладно, думаю, потеплее будет. Пасынки мы, конечно, обрывали.
Но все равно еще немножко есть. Ладно, вот в этом году все с огородом. С малинами тоже все хорошо. Привязала я их. Потихоньку ходила. Их у меня мало. У меня не растет почему-то малина. В прошлом году я несколько кустов сюда посадила, а у меня все равно малина не растет. Наверное, у меня земля здесь плохая, да, мои хорошие? Может, мне следующий год вот сюда купить, полностью посадить малину? Что вы мне скажете? Что вы мне посоветуете? Может, здесь у меня солнышки не хватает здесь? Но, конечно, эти малины очень хорошо дают. Хотя кустарников мало, но у меня малины было много. Вот здесь тоже 2 куста сидят, ни туда, ни сюда. Я, конечно, их отсюда не выкопала. Листья мы отсюда не собираем. Обычно мы перекапывали. Ну вот, видите, в этом году мы абсолютно обленились. Самое главное – здоровье. А будем здоровы, в следующий год все у нас будет хорошо. Аллах верса. Весной с новыми силами, отдохнувшие, все сделаем. Ну, на этом свой ролик я заканчиваю. Всем желаю всего самого-самого доброго здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.